Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. В столичной полиции на постоянной основе ведется работа с добровольными народными дружинами. Добровольные народные дружины являются общественными формированиями, которые создаются в целях оказания населением республики помощи по обеспечению общественного порядка. В настоящее время добровольные народные дружины созданы в Якутском окружном казачьем обществе «Якутский казачий полк», в Байкальском государственном университете экономики и права, в юридическом колледже Международной полицейской академии, в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова и в Якутском государственном сельскохозяйственном колледже. Начиная с августа 2014 года на охрану общественного порядка было привлечено 1190 представителей общественности. Сотрудники полиции номер 1 совместно с добровольной народной дружиной на базе ЕКСХ ведут активную работу по профилактике и выявлению правонарушений на территории данного участка. У ребят составлено свое расписание, по которому они выходят на помощь в охране общественного порядка. В начале октября сотрудниками полиции совместно с ДНД был проведен ряд мероприятий, вследствие которых ими выявлены нарушения миграционного учета и проживания граждан на территории Российской Федерации. Командир мой на меня машине за ними поедет. Георгий! Если у меня там билет есть, там самолет есть, параболет, это у меня Лубянь. Заходим туда. Карен, а ты куда идите? Также в эту ночь были задержаны девушки за занятия проституцией, которые вели себя довольно раскрепощенно и не скрывали, что работают ночными бабочками. Как и все задерживаемые за данную деятельность, девушки утверждали, что ранее, конечно же, ничем подобным не занимались, хотя верится в это с трудом. Девушки, а за что вас задержали? За занятие проституцией. А вы занимаетесь проституцией? Первый раз. Первый раз? Да. Решили попробовать? Да. А зачем? Я не буду почему объяснять зачем. А где их задержали? Задержали их где? Сауна. На Тимирязеве 57. 57? Да. Браки состоите? Браки состоите? Поступил звонок, приехали. Поступил звонок. О чем? Что требуется услуги девушек. Я вообще первый раз вышла сегодня. Около месяца. Проституцией занимаетесь сегодня первый день. Ну, вообще даже еще не на время заказывать. С кем? Проживали? Да. То есть? Ты как узнал, что заказ поступил на такой-то адрес? Ну, потому что я в машине сидела. Ну, я понимаю. Ну что, сказали сауну, все, поехали. Как, откуда вы забрали? Ну, как из дома меня забрали. Я говорю, они почему так долго ехали? Из дома забрали. Кто? Ну, позвонили с номера и все, и сказали, выходи. Хочется отметить, что одна из девушек совсем юная, но что же толкает заниматься проституцией, остается загадкой.
Сотрудниками полиции задержан мужчина, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, производил выстрелы в селе Хатасы. Днем 22 октября из села Хатасы на пульт оператора 02 поступила тревожная информация о том, что в одном из домов по улице Каландарашвили ведется стрельба из ружья. На место происшествия немедленно выехали сотрудники столичного управления, первого отдела полиции и ОМОН. Стрелок, который забаррикадировался в частном доме, почувствовал приближение полицейских и сбежал огородами к своему соседу, где был обнаружен только вечером. За это время полицейские установили, что конфликт со стрельбой возник между родственниками, проживающими в одном доме. Мужчина постоянно ссорится с братом жены, которому этим летом нанес проникающее ножевое ранение, за что имеет судимость. На этот раз конфликт возник на почве совместного распития. Мужчина выгнал родственника из собственного дома, а когда тот, позвав на помощь свою родню, попытался открыть дверь, оказалось, что стрелок уже вооружился ружьем МЦ-12 калибра, принадлежащим тому же брату жены, и стал палить по родственникам через дверь. Мужчины чудом остались живы, так как 2 выпущенных патрона просвистели буквально в нескольких сантиметрах. Только выстрелы, да? И вот еще дверь. Как? Так он с ним проживал, получается, кто стрелял, да? Ну да, он же его тогда до этого порезал же. Он кого-то ранил, да? Не знаю даже. Да, он с этого стрелял. Там патрон. Будем изымать. Ты как ходишь? В настоящее время стрелок задержан. Проводится доследственная проверка. Столичная полиция оказывает населению государственные услуги. Отдел лицензионно-разрешительной работы предоставляет гражданам государственную услугу на приобретение лицензии огнестрельного гладкоствольного оружия. Отдел лицензионно-разрешительной работы расположен по адресу город Иркутск, улица Дзержинского, 35/2. Режим работы с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 13:00. Также информация о предоставлении государственной услуги размещена на сайтах МВД. Так, ну что касается хранения, значит, владельцев, имеющих оружие, значит, оружие должно храниться в сейфе, значит, запертом на замке. Сейф должен находиться в недоступном месте от посторонних лиц. Значит, владелец имеет право иметь до 5 единиц, допустим, 5 единиц гладкоствольного оружия, 5 единиц нарезного оружия, до 5 единиц, но с соблюдением, соответственно, всех требований. Сотрудники столичной полиции просят оказать содействие в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается гражданин 73 года рождения, уроженец Чурапчинского района, без определенного места жительства и работы. Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просим сообщить по телефонам 44 30 05, 8 964 416 94 20, 8 914 268 80 85. Сотрудники уголовного розыска просят оказать содействие в розыске лиц, подозреваемых в краже из магазина «Дверной союз». Всем, кому известно местонахождение данных граждан, просим позвонить по телефонам 8 924 175 62 66, 8 924 366 66 37 или обратиться в уголовный розыск 2-го городского отдела полиции по адресу Пирогова 5/1. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энбегінмеген кытары, қампытын кырдалынан әме, әнмеға бетін бір тылы, әйегін тапты бүлде беті. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қэ. Эй, хэппете хэбиппин, бир тылы доғыру. Аты бар туранын онону, сибекки тупутун кереспе. Қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Эй, хэппете хэбиппин, бир тылы доғыру. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Эй, хэппете хэбиппин, бир тылы доғыру.